Все сегодняшние процессы и локомотивные решения лежат изначально в научной разработке. Владимир Уйба на встрече с учеными Коми сразу дает им понять. Именно от них в значительной степени зависит будущее республики. Их нынешние наработки и научные изыскания в будущем лягут в основу новых промышленных технологий и продуктов. Если говорить о том, что я жду, и я думаю, абсолютно точно уверен, республика от науки – это все, что связано с технологиями развития наших моногородов и территорий Инты и Воркуты. Потому что я глубоко убежден в том, что мы совершенно уже сейчас с вами в другом измерении, чтобы останавливаться только на угле или на нефти. Это, на мой взгляд, примитивная история. Мы с вами уже более намного развиты и намного далеко смотрящие вперед. Очень многого жду от вас по сельскому хозяйству. Владимир Уйба отмечает, это действительно важная история. Сегодня он ждет от ученых Коми в том числе предложений по выращиванию новых старых культур. Пример приводит на основе второго хлеба – картофеля. Это, пожалуй, самый первый и главный овощ в нашей республике. Экологически чистый продукт, выращенный без колорадского жука и пестицидов. Но вот незадача. В своей же республике он представлен довольно слабо. Зато в изобилии клубней даже из-за границы. И это непозволительная роскошь – заполнять свой рынок чужим продуктом. Такой подход сегодня должен быть по всем направлениям. И именно ученые Коми сегодня должны найти альтернативы, причем более выигрышные для родной республики. И они их действительно находят. Всегда была проблема нетрадиционного сырья. И вот мы новую вторидную технологию предложили. И новый продукт, который ни разу не предлагался, титаносиликаты, как сорбенты радиоактивных минералов, которые практически по этой технологии из отходов получаются. И такие сорбенты, будут востребованы, они уже востребованы, не считая других направлений. А это уже Институт химии. Здесь тоже есть чем гордиться. Наши ученые, к примеру, уже могут предложить современные и инновационные предложения по утилизации нефтеразливов. Нефтяное пятно насыпается если это не тонет, 30 дней как минимум. Он гидрофобен, благодаря химическому... Большая часть сорбентов грешит тем, что оно собрало и оно утонуло. Одно «но». Пока эти разработки до практики не доходят. Их откладывают на полку, а не внедряют в производство. И с этим нужно что-то делать. Владимир Уйба предлагает решение – создать в регионе центр инновационного внедрения таких проектов. Поскольку вопрос можно решить только на уровне федерации, создание центра руководитель региона собирается включить раздел комплексного развития Коми. Как минимум 3 направления мы возьмем я возьму за основу для доклада президенту. Ну и самое главное, что есть уже потребность по строительству даже не самого корпуса, а по созданию такого инкубатора инновационных технологий. Понятно, что это будет новое здание, но, еще раз повторяю, тут суть не в здании. У коллег накопилось именно такая большой пласт инновационных технологических решений, которым нужна, если это в части препаратов, то это доклиника и потом клиника. Если в части технологий, то разгонная база, такая же технологическая база до получения продукта или технологии. Владимир Уйба подчеркивает, вектор развития республики совсем не нефть и газ, это наука, и она в Коми есть. Потенциал более чем высокий, а блок вопросов, которые предстоит решить, велик. Помимо утилизации, расчистки нефтепродуктов и развития сельского хозяйства, это еще и вопросы агробиологии, физиологии и адаптации людей к северу. Любовь Лапина, Олег Юшков, телеканал Юрган.